В рамках первого дня соревнований на полосу испытаний вышли юноши и девушки не старше 17 лет. Выявление победителей и призеров проходит в состязаниях по челночному бегу, прыжкам с места в длину, отжиманиям, скручиванию на пресс, подтягиваниям, толчку гири и приседаниям с гири на груди. По словам главного судьи, комплекс ГТО хорошо подходит для всестороннего развития спортсменов. Сказать, что не такие уж легкие, но для среднестатистического человека выполнимое задание, я думаю. Считаем, что проверка физической способности человека самое то. Приседания, отжимания, пресс. Именно для народа республики очень подходящий вид спорта. Функциональная подготовка человека выявляет все качества. И человек должен быть в этом спорте многогранен и именно подходит для нашего региона, я считаю. Состязания проходят по двум комплексам. Победителем первого станет тот участник, который выполнит наибольшее количество повторений за отведенное время. Во втором же комплексе необходимо пройти все испытания быстрее всех. Несмотря на разный уровень подготовки, все участники нацелены только на победу. Настрой боевой. Команда тоже настроена чтобы участвовать, победить, чтобы пройти отборочный в Дальний Восток. Желаю удачи, команды сильные, пусть победит сильнейший. По итогам данных соревнований будут отобраны 20 участников с наилучшими показателями. Далее тренерский штаб сформирует 2 команды по 6 человек из 6 юниоров и 6 взрослых. Они представят республику на финале Кубка, который состоится в сентябре во Владивостоке. Евгений Байдин, Георгий Григорьев, Якутск.